Кировчанка, выпускница Высшей школы музыки, бэк-вокалистка российской исполнительницы Манижи, участница международного конкурса Евровидение-2021 и Юлина Попова. Совсем недавно талантливая якутянка выпустила свой первый сольный альбом о музыке, песнях, символичном названии сборника и символичном месяце для Юлины. Смотрите прямо сейчас в актуальном интервью. И, Юлина, я тебя приветствую, и прежде всего, конечно, хочется поздравить тебя с выходом первого сольного альбома, который называется «Июль». Расскажи, пожалуйста, с чем связано такое название, сколько песен представлено в твоем первом сольнике и в каком жанре написан альбом? Привет, Айсена! Всем привет! Спасибо большое, что отмечаешь это событие, оно для меня очень важное. Потому что к этому я шла очень долго. Мы с тобой на каждом моем интервью тебе я говорю про свой альбом, который все никак не выйдет. И вот, наконец-то, это случилось. Аллилуйя. Он называется «Июль». В нем 7 треков. Мне просто пришло это название, просто потому что меня зовут Юлина. Я родилась в июле. Июль — это 7-й месяц. Все сложилось. Вот. Хотела добавить еще пару песен, но подумала, что не стоит. И, в принципе, они не сложились и не были в контексте большинства песен, которые были уже готовы. Сколько времени я потратила на это? Как я уже сказала, достаточно долго, потому что какие-то кусочки я написала еще в 2018 году, какой-то маленький кусочек, дорисовку. Что-то было в 2019, что-то. И, соответственно, сама полноценная работа была в 2020 году, когда случилась пандемия, когда мы все сели на карантин. Собственно, тогда меня приперло к стенке, что называется, провидение Всевышнее, и сказала мне, что у тебя сейчас достаточно времени для того, чтобы сделать что-то свое. Всегда были какие-то отнекивания, какие-то оправдания в тему того, что нет времени и так далее. Вот оно появилось, вот, пожалуйста, делай. Собственно, так и произошло. Прошел год, почти, чуть больше года, собственно, для того, чтобы сформировать весь предпродакшн этот, и постпродакшн, собственно, понадобилось вот столько времени. Запись проходила, конечно, в Петербурге. Я половину карантина провела в Петербурге, соответственно, там мы собрали все аранжировки. Продюсером всего проекта являюсь я. Альбом, у меня есть свой определенный жанр, который я выявила для себя. Это emotional pop, то есть это, по сути, популярная музыка. При этом она достаточно эмоциональная за счет того, что, есть определенный окрас тембра, который, заставляет как-то вытаскивать на эмоции какие-то определенные тебя, и за счет текста, который достаточно емок и глубок. Конечно, есть команда, безусловно, потому что я не владею некоторыми аспектами, такими как сведение, мастеринг и саунд-дизайн. Это, безусловно, люди, которым я доверяю, которые доверяют мне, и у нас очень хорошие отношения. Это Илья Коростелев, саунд-дизайнер, с которым я работаю, он живет в Петербурге. Он сотрудничает с Хэттерсами, и в компании Little Big он работает тоже в продакшене. Данил Хабибуллин — это сведение и запись. И мастеринг делал, собственно, Роман Уразов, это тоже петербургский очень крутой микс-инженер. Работал с множеством классных артистов, таких как тоже Tesla Boy, соответственно, Манижа. Классная команда подобралась. Очень здорово, что так получилось. Им всем понравились мои песни, им всем понравилось со мной работать. И надеюсь, что мы с такой командой еще что-нибудь сотворим. И, соответственно, музыканты, с которыми я работаю, это Паша Толстой, который также работает со мной у Манижи. Но только не подведи. Очень интересные названия, всего 7 треков. War Love, Вдали, Не подведи. С чем связана подборка таких названий и выход альбома? Это твой личный опыт и личные переживания? Смотри, тут нет такого, что я отдельно решила назвать вот эту песню вот таким образом. Всегда в песне есть зерно, от которого ты отталкиваешься. Соответственно, зачастую это и становится названием песни.
Например, песня «Надо ли?» — это вопрос, который очень открытый. И, в принципе, в песне идет размышление на тему, а надо ли быть кем-то определенным, а надо ли думать в эту сторону, чтобы быть кем-то определенным. Или, может быть, вообще это не надо, может быть, в этом контексте вопрос стоит. Варлов — это просто мной придуманное слово, состоящее из двух слов. Это война и любовь. Вот. Здесь все как в любви, иногда как на войне, но если это не та любовь, которая действительно есть, если это любовь больше такая зависимая, созависимая и так далее, то она, конечно, превращается в какой-то момент в войну. Вот, поэтому вот такое стечение. Запах — это про наши инстинкты, про то, что мы обычно ищем человека, с которым хотим прожить жизнь. Мы думаем, что мы ищем его мозгом, да, как-то, может быть, практично подходить к вопросу и так далее. Сейчас уже это стало приемлемо говорить об этом. Но на самом деле все это происходит в анатомии, на физическом уровне. Это все происходит по запаху. Мы людей все-таки определяем больше по запаху. Это действительно так. И, соответственно, здесь размышления на тему, а где же тот самый запах? Вот, потому что тот запах, который был, не подходит. А скажи, пожалуйста, какой из 7 треков можно назвать самым ключевым для тебя, как для артиста, как для музыканта? Мне кажется, что тут дело не в песнях, а дело в самом общем посыле. Мне кажется, что ключевое здесь — это июль. Именно и месяц, и число, и сам сборник, и сбор этого всего. То есть это вся какая-то очень большая квинтэссенция того, кем я являюсь, того, что я думаю, того, как я вообще, как я смотрю на определенные вещи. Это переживания, которые были в моей жизни. Вот. Все тексты и вся музыка, она достаточно... мы всегда будем смотреть через свою призму. Это все обыгрывание все равно, конечно, каких-то таких ситуаций, но тем не менее эмоции происходили такие, поэтому я об этом писала. То, о чем, собственно, я пишу, да, вот эти все эмоции, это все ты носишь в себе постоянно, пока это еще не услышали другие люди и много других людей. Но это все равно другое ощущение, когда ты сам один послушал и переработал ту эмоцию, которую я дала. То есть я сейчас, вот все эти 4 дня, я ощущаю, что я очень от многого избавилась. Вот прям странное ощущение, но действительно энергетика так работает, людская, что как только много людей начало слушать этот альбом, я начинаю потихонечку отдавать им вот эти все эмоции, и они их перерабатывают. Это, конечно, закрытие гештальтов, безусловно, закрытие каких-то вот этих вот всех дыр. И, безусловно, я делала его таким образом, чтобы он звучал достаточно коммерчески, но, тем не менее, не перегибал палку в такой, очень-очень простую музыку, слишком понятную для людей, скажем так, чтобы все равно и музыкантам было интересно послушать. А где сейчас, на каких площадках можно послушать твой альбом? Абсолютно везде, на всех площадках. Я надеюсь на ротацию в Якутске. Наша команда по продвижению уже связывается с якутскими радиостанциями. Очень хочется, чтобы и там тоже это все было. А так, конечно, это классический, Spotify, уже классический Spotify, да, он всего год здесь, но уже iTunes, Tidal, Boom, это ВК, та же история, и Яндекс. Мы уже попали в плейлисты, так что все идет хорошо. Я пока ничего не загадываю, просто живу эту прекрасную жизнь, радуюсь тому, что люди читают мои тексты, что они поют мои песни, записывают, поют их и вообще что-то понимают, для себя открывают, что-то, не знаю, раскапывают какие-то вещи в себе, может быть. Это какая-то тоже своего рода терапия, как и для меня, так и, дай бог, чтобы для других людей. Поэтому круто, мне очень нравится все. Наверное, этот год можно назвать самым ключевым для тебя, как для музыканта, и для всей России, потому что состоялось Евровидение 2021. Ты поехала в Роттердам в составе группы певицы Манижи. И расскажи, пожалуйста, насколько сильно изменилась твоя жизнь после Евровидения? Первые несколько дней
Это просто лежание на кровати, ничего не делать, вообще ничего, никаких просто ситуаций. Ну, хотя что-то там у меня было. Ну, в общем, а затем у нас уже был расписан июнь, июль и август очень плотно. Но как бы судьба распорядилась совсем другим образом. Но у меня было достаточно много времени, чтобы проработать именно сам момент технический этого выхода альбома. Вот. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, хочется и на сцене постоять уже в конце-то концов. Просто грустно, наверное, да, от того, что было мало концертов, и все отменяется, и грустно. И мои концерты отменились, потому что у меня, естественно, было заявлено 2 презентации по поводу альбома. Но, собственно, они не случились, просто потому что, как бы, да, конечно, они должны состояться, но вообще у нас есть идея сделать это онлайн сейчас, просто сделать презентацию онлайн. Буквально сегодня вообще, на самом деле, пришла эта идея, ты прям первый человек, который об этом узнаешь. Завтра мы будем договариваться об этом. Я не знаю, зачем я вообще сейчас все это говорю, но тем не менее, сам факт. Соберем команду для того, чтобы сделать онлайн презентацию, пригласим нескольких музыкантов, если они согласятся, конечно, для того, чтобы произвести, значит, онлайн-концерт, и все, значит, поступления денежные, которые будут на этом онлайн-концерте, отправить в Якутию на борьбу с лесными пожарами. Возможно, поэтому у меня отменилось 2 концерта, просто чтобы я сделала этот онлайн-концерт и отправила достаточно денег. Может быть, как-то так. Спасибо большое за интервью.